переезд Мариинского, ну тогда еще Кировского театра, балетной труппы Кировского театра. Ну, это было в 82-м, по-моему, году. Вот. Потом такие совершенно неизгладимые впечатления от Ахсарана Линхавойна на сцене. Абсолютно неизгладимые. Совершенно тоже неизгладимое впечатление от Ларисы Сахьяновой, от ее маленького такого шедевра, который балетоведы отечественные поставили в один ряд с Улановской Джульеттой и с Кармен Плисецкой. Это персидский танец. Это вот вообще безделица. Это у Штрауса безделица, персидский марш. Вот. И какой-то номер, я не знаю, как он был сочинен. Для нее специально или что. Вот. И он абсолютно такой пустяшный по хореографии. Но она его танцевала. Ну вот она сделала из него шедевр абсолютный, неповторимый. Больше так никто не танцевал и не станцует никогда. Вот. Ну это совершенно такой неизгладимый. Причем сколько лет прошло? Лет 30, наверное, больше даже. Вот. Я вот это впечатление помню. Помню совершенно неизгладимое впечатление, как вот здесь в Гурсаду, вот на этой такой деревянной эстраде тут была, да, пел народный артист СССР, украинский тенор Анатолий Соловьяненко. Был абсолютно бесплатный концерт. То есть днем. То есть вот кто мимо шел, тот и присел на скамейку. Вот. Это тот самый Соловьяненко, который в фильме будет вот одни старики поют там, вот помните, у него зам эскадрильи, вот он поет песню «Ничья месячно». Вот тот самый Соловьяненко этим своим таким сказочным голосом украинским, сладким таким. Вот здесь вот пел. Вот были такие времена. Вот. Неизгладимое вот недавнее впечатление от концерта хора Пятницкого. Ну, просто это такой уровень культуры сценической, певческой, отношение к материалу, отношение к самим себе. Это вот вещи, которые вообще... Жаль, конечно, что они так мало доступны. И нам здесь мало доступны, и вообще широким массам все-таки они мало доступны. Потому что, ну, представьте, сколько вообще может стоить билет на концерт хора Пятницкого. Но это вещи, которые возвращают народ достоинство. Вот то, что они делают, это возвращает народ достоинство. Чувство собственного достоинства. Вот, совершенно... ну не в Бурятии уже у меня были эти впечатления. А не в Бурятии у вас какие самые большие впечатления? В Бурятии? Это гастроли балетной труппы театра Ла Скала. Ромео и Джульетта балет я смотрела. Ну, это было так исполнено, что в неделю примерно так сносит крышу. Ну, самые неизгладимые впечатления это, ну, из таких скульптурных, из художественных, это концерты ансамбля Моисеева. Вот я их помню все. Сколько я их видела, я их помню все. Потом, ну что... Одно из неизгладимых впечатлений, это, знаете, очередь вокруг музея имени Пушкина на выставку Рубенса. Это, по-моему, февраль или март, я не помню. Это вот межсезонье в Москве, вот правда я не помню точно, это была осень или весна, вот ранняя, да, но это вот когда это хлябь такая, вот, снег вперемешку с грязью, вот, холодно, потому что в воздухе висит эта вот московская такая вот морось какая-то непонятная. Вот. И народ стоит вокруг музея имени Пушкина, представляете, эту территорию, да, по-моему, в 5 оборотов вот так вот очередь. Вот. А мы, собственно, да, мы пошли туда, на эту выставку с подружкой. Но мы даже, в общем, не рискнули туда встать. Вот. И неизгладимое впечатление от очереди, от того, что мы так и Рубенса не посмотрели. Вот. Нет, ну не в Бурятии много впечатлений, как-то все не перечислили.